Шаг, ну, как бы такого флешмоба организовали на канале Зела. Мы общались с ребятами, и там есть такой Евгений Лобанов. Вот, он друг, кстати, Деда Мороза. И вот посоветовал, то есть такую вот аббревиатуру выбрать. Шаг. То есть здесь шаман Александр Габышев. И сейчас я смотрю, ребята там тоже изготовили такие повязки на рукава. То есть очень красиво у них получилось тоже. Это как бы сделать свой шаг в направлении своей свободы. России Габышева Александра Прокопьевича, шамана. Митинг как организатор считаю открытым. Здравствуйте. Скажите, что вас привело на митинг? Ну, я вообще за шамана, за его идею, что человек вот шел, его просто незаконно схватили и, пришьют ему что-то, вообще экстремизм. Ну, это же неправильно. Вот поэтому я сюда пришел, поддержку Александра Шамана Габышева. Спасибо. Принимайте его. Здравствуйте. Еще раз. Я часто здороваюсь, говорю здравствуйте, наша большая страна и наша маленькая планета, может быть, это слышали. А теперь я говорю здравствуйте непосредственно жители Якутска. Я первый раз вот так обращаюсь вживую ко всем. Я рад всех вас видеть. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Вот ваша поддержка придает мне силы начать этот митинг и вместе с вами добиться какого-то конкретного результата по этой... Вот видите, наконец-то моя спина не нагибается. Давайте начнем митинг, давайте начнем с этой позитивной ноты. Я приглашаю к нам сюда к микрофону, у нас один микрофон, Иванова Ачета Васильевича. Пожалуйста, он открывает по списку номер 1. Ачет Васильевич, где вы? Где Ачет Васильевич? Идет, все. Встречаем Ачета Васильевича. Здравствуйте, собравшиеся за свободу и честь шамана. За свободу и честь каждого, кто говорит правду и думает о правде, и следует правде. Третье тысячелетие – это тысячелетие правды и справедливости. Я так думаю. Кто-нибудь согласен со мной? Нет? Я не буду тут долго говорить, потому что мне первым предоставили слово. Но я скажу, что придет мне на ум, на честь и совесть, чтобы сказать правду, заявить о том, что мы должны собраться вокруг чести и совести. Только этот путь оставили нам боги. Только этот путь признает наше солнце. И вот теперь оно немножко прикрыто облаками. Оно ждет нашей правды, нашей чести и совести. Когда мы скажем свою правду, все поднимутся и все говорить будут правду. И тогда только вся страна и вся планета начнет говорить правду. И тогда начнется честная, справедливая и совестливая жизнь на нашей планете. Хватит уже прятаться по норам, хватит ныть и плакать. Мы все сами должны встать. Только так, никак по-другому. Правильно. Правильно или нет? А теперь я скажу слова, клич наших предков. Наших предков клич, когда они шли на бой за правду и честь и совесть. Они говорили: барбары, бирге. И вот когда я сейчас говорю барбары, вы будете говорить бирге. Давайте попробуем. Барбары! Бирге! Барбары! Бирге! Барбары! Бирге! Билигин мен алгыс этем. Я сейчас скажу алгыс, который соединяет 3 наших мира.
это материальное тело, тело предков, данное нам кровью и потом заработанное, и связь с верхним миром. Срединный Элгыс будет очищать средний мир. И когда каждый Элгыс я закончу, я буду говорить барбары, вы будете говорить бирге. Эн илeye, ayda cahal, anallaçın ileye, eyde, eyde ıl, casaydı, sün ılıma, cahın caha, barbarı, 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 fakat otuk, üt, erilik ağır kara ayı, bağını iste, tümüheri ıdığı iste, ille kahvega, barbarı, 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 caha dualar kakka il, en mus en ne ister sana, İlayda anaçı, il anaçı arma ini, ayda heyi ömraçı, barbarı, 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 sarın sarınla, yüzde, sarın sarınla, yüzde, sarın sarınla, yüzde. Maktal barı kütüger, eyebi kütüger. Bidne yoktur yüetten allarattan, onunla beyebi töbegeler bey. Barbarı. Спасибо Отчету Васильевичу, спасибо большое. Он прекрасно открыл митинг. Прекрасно. Митинг. Вам большое человеческое спасибо. Давайте объединиться. Все будем смотреть в одну линию. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что вас привело на сегодняшний митинг? Нас привел народ. Ага. Желание выговориться, пожелать новые пения, новые думы, новые действия со стороны власти по провозглашению и установлению справедливого общества, законного общества. А то сейчас беспредел. Законы есть, конституция есть, исполнительный орган его не признает. И новые, значит, антинародные законы принимает. Вот это нас. А народ хочет лучше. Перед началом митинга подошел снимать, вот тут машины стоят, глушилки, начал подходить снимать. Полицейский запретил мне этого делать, но, как правило, он на службе находится, то есть это незаконно с его стороны было. То есть я имею полное право снимать его. Вот, посмотрите, видите, стоят глушилки, не дают, вот, не дают работать, абсолютно не дают работать. Александр Прокопьев yurtuğundan. Geri sokonmaya sokonluğun Allah'a buyurun tuğundan. Ve kaçak hütenlerden. Onu tarıyor hütenler. Ну, Лучше жить. Многих не хватает, видимо, какой-то смелости. Могут комментировать только где-то в Ютубе, в комментариях, за все, что им хватает. В Якутии смелых много. Много, но, видимо, они не считают, может быть, серьезным. У нас манера народа такая. Он не как вот Кавказ, например, да. Сразу вот они подумали, значит, это надо делать сразу у нас, да. А у нас, видите, ведь какой холод. Ее уже ведь пересчитано. Растопить печки и так далее, чтобы загорелось. Вот точно так же, по такой-то схеме народа Саха, основного коренного народа, республики. Ведь
этот шаман Габышев с этой идеей мирового масштаба, он сколько прошел через себя, перевел этой думы. Мы еще не знаем, а что его заставило, понимаешь? Все знают, что плохо, надо менять что-то, понимаешь, новое, что было, понимаешь, да? Все это знают прекрасно. Но как? Каким образом? Никто не знает. Революции нету. А вот то, что... всего. Просто нужно объединяться, собираться в какое-то сообщество. Вот поэтому народ думает. Но когда накопит, когда настанет время действительных действий, принятия действительных действий, то, может быть, уже поздно будет. Всем, зовут меня Дима, шаман Витязем меня назвал. Полностью поддерживаю этот митинг. Сейчас я все пару слов скажу, когда буду выступать, хорошо? И решил сначала оправдаться, наверное, перед вами, а уже потом рассказать. Хотел сказать так: привет, рабы. Ну, по крайней мере, так скоро к нам будут обращаться наши власти. Это мое мнение, я так считаю. А сейчас хочу для вас сказать такую приятную новость. Я на днях узнал, что у меня будет ребенок. Моя жена беременна. Спасибо. И я долго думал, что мне говорить здесь. То есть, есть много чего, что я могу сказать. И я задумался, что я буду говорить своему ребенку. Что ты человек, у тебя есть права, они защищаются Конституцией. Какой? Который место в туалете лежит. Потому что я вижу, как они соблюдаются. Пока я шел шаманом, я общался со многими людьми. Я видел своими глазами все, что происходит. Все то, как она соблюдается, как наши права соблюдаются. Их нету. Мне что своему сыну или девочке сказать? У тебя есть право смотреть телевизор, Первый канал, Россия-24, которые выпустили вообще отличный репортаж. Взяли каких-то пару человек, у которых реально было какое-то там, негативное прошлое, и на них весь отряд у нас специализируется, получается. Они, внимание, весь акцент сделали на них. Почему они не сказали про нашего уважаемого Дедушку Мороза? Виктор Алексеевич Егоров, его знают все. Это очень уважаемый, известный, знаменитый человек. Да даже они побоялись. Они не могут ничего про него сказать. Почему они про меня ничего не сказали? Да потому что они не могут объяснить, почему пошел молодой парень вместо каких-то либо клубов и еще чего-то. Он находится шаманом и идет по всей стране, общается с людьми, следит, поддерживает. Да потому что мне надоело все это терпеть. Я пошел к Саше, потому что он был за изменения. Он хочет нормальной жизни, как и все, кто здесь собрались. Я правильно понимаю? И я думал, что мне сказать своему ребенку, что ты всегда под защитой наших правоохранительных органов, что если у тебя что-то случится, ты можешь к ним обратиться. Все мы знаем, как они работают. Все мы видели. Я видел в Москве, как они дубинками там избивали людей. Сколько есть в интернете, когда выходят невиновные, когда сейчас наши чиновники воруют все. Где наши права? То есть они могут возить своих детей за границу, покупать себе машины, яхты, виллы. Мне что своему ребенку дать? Да, я своим горбом могу заработать. Но что это я заработаю? Просто купить продуктов, которые нас травят. Нету, куда я пальцем не тыкну, нет ничего хорошего. Хорошие только в вас люди. Все, кто здесь стоит, вот вы и хорошие. Вот это и есть то, что шаман хотел сделать. Объединить людей одной общей идеей. Чтобы все наши права соблюдались, чтобы доказать власти, показать им, вот, смотрите, народ сюда вышел мерзнуть не просто от нечего делать, а потому что хочет нормальной жизни. Мы ничего от них свыше не требуем. Мы хотим просто жить по-человечески, чтобы наши права защищались. Свободу Александру Габышеву, Уру Эхал. Спасибо, Дмитрий. Как вы считаете? Вы со мной согласны? Ну, конечно. Да. Ну, очень приятно. Ну вот нас радует то, что наш земляк вышел с этой инициативой
мирового масштаба получил одобрение народа не только в России, но и за рубежом. Хотя есть и разные интересы могут быть и здесь, да? Но тем не менее, основное, значит, понятно? Понятно. Мы желаем, чтобы таким же образом народ пробудился везде и всюду, не только в России, но и в мире. И чтобы жили народу всех государств в мире. Да. Мир только спасет народ. Спасибо. Пожалуйста, приглашаем на сцену Далдыкун КГ. Извините, может быть, я неправильно произношу. 4-й номер. Да. Извините, если я... Sorguduguy күндү жонум сергем. Добрый день, дорогие жители города Якутска, нашей столицы, нашей республики Саха. Я хочу сказать вот о чем. На первую очередь я хочу сказать, что Конституция Российской Федерации все должны соблюсти. В нашей Конституции есть 137 статей. И я хочу подчеркнуть статью, по какому мы собрались сегодня. Это 2-я статья. Я могу даже прочитать эту статью конкретно. Вот Конституция наша. Этот закон мы должны все соблюсти. И здесь очень хорошо, внятно написано. Я хочу прямо 3 статьи, о 3 статьях говорить. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита права и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Вот так и написано. Теперь я хочу еще ваше внимание обратить на статью 18 Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Я еще хочу статью 21 прочитать. Достоинства личности охраняются государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Я еще хочу статью 27 прочитать. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Ну вот вы посмотрите, все статьи нашей Конституции, если взять, очень гуманные, очень правильные, очень хорошие. Но почему мы живем сегодня такой жизнью? Почему? Зачем это нам нужно? Я хочу сказать, наша жизнь зависит от каждого из нас. Кто хочет какую жизнью жить, решает сам. Поэтому народ должен просыпаться. Хватит. Надо, в нашей Конституции еще говорится, народ – это власть.
государства. Это мы избираем своих руководителей. Это мы избираем своих всех законодательную, эту исполнительную власть. Илтумен, мы депутатов избираем. Но почему мы такой жизнью живем? Вот, каждый должен принять решение и жить так, как он хочет. Настоящей, свободной, демократичной, социальном государстве, как называет себя государство Российская Федерация. И я хочу сегодня сказать, выразить, давайте этот наш земляк Александр Габышев пошел один сказать правду о нашей жизни. Мы должны все объединиться ради хорошей, счастливой жизни и обустроить свою жизнь. Как мы хотим, как человек, настоящий человек должен жить. В правде, светлой жизнью. Мы хотим, чтобы наши дети, наши внуки жили красиво, по-настоящему человеческой жизнью. Что могу сказать? Мы, Левый фронт Якутии, выступаем за социализм. Собственно, если у шамана получится изгнать из Путина бесов, он тоже будет выступать за социализм. Соответственно, мы поддержим в этом отношении шамана. И, как тут уже совершенно правильно сказали, статья номер 2 Конституции не должна быть нарушена, ибо у нас по бумагам вполне себе правовое государство. Соответственно, нужно выйти и отстоять право и свободы, так сказать, на высказывание своего мнения и на пешее путешествие в Москву с любой целью, которая не запрещена Конституцией. Поскольку в Конституции ничего нет по поводу того, что у нас запрещено изгонять бесов мирным путем и без оружия, то, соответственно, мы выступаем в поддержку шамана. И поэтому вот я пришел сюда и как бы тоже вместе с народом. Спасибо. Иванов Дмитрий Дмитриевич приглашается к микрофону. Tamam, kral bu oğlum bana. Ejdani hiç takıtına, henüz takıtın çok. Onun da olmaz. Ve Alexander Prokopyevich Gabышевы öyle bir muhunlubut. Onunla David sanavıtın hayan danetine bırakıp var. Allah hatırın tuğunan. Ben tepkip setiyek bütün nada. Onu tarıyok bütün nada. Ötnuk. Ötçoğunar evi higiyatın David'in şakçı. Ulukta can buhutlan. Bu tarıç narot buhutlan. Bir bu da tutta kanma da var vapıt. Kelbekit. Bu manna bir öbügoller bir yüz kaybet. Sütlere. Bir manna tere öpüt. Ula fıfıt onunla. Oğlar bu senler bir tumanla. Kuruk belki olak varı tukarı var bulaklara. Onun olak bütün kıyıya kadar alacak tarbakka. Küt tarbakka. Onunla aybarda bakka. Bebek Kırıstan, Kırıyak takfit, istiyek takfit. İyinde bu manlı ve dehana Allah. Bir birisi yütelbit. Gabışev Alexander Prokopyevich. Bu anda dünü atakar orada. Ondan kel tutmak takfit. Uruy! 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 Eyvallah. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну, мы же не только вот здесь собрались, а ради свободы Александра Габышева. Ну и эта свобода касается каждого нас лично. То есть мы же пришли и отстоять и свою свободу, соответственно. Поэтому нужно больше людей, чтобы было, еще больше людей осознавали, что происходит на самом деле. Потому что Александр Габышев вот именно шел за всех нас, за общую нашу свободу. Мы с ним чуть ли не кровные земляки, братья по крови, братья по духу. Ну, как вы сами понимаете, он один собрал себе дух и пошел делать правильное дело. Вы это все знаете прекрасно. Это у вас всех в головах, в сердце, в душе, ну, в разуме, если кто разумный. Многие люди спят. Хотелось бы, чтобы люди проснулись и сделали первый шаг.
были такие притчи, они во многих народах есть такое, что одна веточка легко поломать, а когда это, ну, скажем, веник, пучок, букет, ты его не поломаешь никак. А у нас получается Александр, который идет с нашей идеей, которая в голове у каждого, даже у тех, кто говорит, что это не так. То есть я говорю о том, что сила-то не в силе, а сила в правде. И все это знают. И я как бы прошу всячески оказывать поддержку и людям, которые спят, пытаться их разбудить. Здравствуйте, меня У нас получается, человек говорит правду, меня заглушили. а какой-то получается обратный эффект. Хочу сказать, что мы люди этой земли, наши предки здесь лежат, и в наших сердцах должно быть такое, что мы должны своим потомкам, своим детям передать правильные знания, правду и нести это, чтобы нам не было стыдно потом смотреть им, оставить незагаженную землю, чтобы природа, это же тоже мы часть природы, часть вселенной. То есть и в наших сердцах это все от предков передается. И мы должны передать нашим потомкам. И я хочу, чтобы в нашей стране было единство духа. И чтобы на Новый год нас поздравил настоящий Дед Мороз. С экранов телевизора. Уру я ехал, но я еще не закончил. Просто хочется многое сказать. Вот я вчера приехал в поддержку, позавчера приехал. Вчера я поиграл в хоккей на вашем стадионе Илей Бату. Спасибо за гостеприимство Владимиру Тагировичу Хисамудинову, директору по хоккейной части стадиона. Вы же сами понимаете, что мы можем жить достойно. И что самое ценное в жизни? В жизни самое ценное жизнь. А свободная жизнь — это человек, который чувствует себя свободным. Отсюда он становится счастливым. Растут большие семьи, где почитаются взрослые, родители, предки, где передаются правильные знания детям, где возрастает любовь, как раньше нам говорили, вера, надежда, любовь. Обычно это 3 составляющих всего. То есть человек должен жить по принципу равный среди равных, а не кто-то выше, кто-то ниже. Мы все одинаковые. И все ответим когда-то за это. Просто чтобы в совести у каждого было, как тишина, порядок. А у нас получается, что кто-то возвысил себя, кто-то понизил. Ну а мы-то все равны между собой. Александр Габышев, шаман воин, кем кайдак таптырынан аттыр, аянны цаска дир, шаман воин дир. Отын бәді аттаммитата тагара чағылқана денер. Александр Габышев бұл сыл 2019 сылға күлін тұтарылта күніттен хабыс сағатағын аянға тұрымыта ұттақ Якутия ден сұруқтақ тілегелек олыс семей, көне, сымнағас, күрі көре көте хүтчар кеми дағаны көғаған жебет жон барды кенеға он қороши, ана қорошая күрік мүчәді үтчар мен тұспайым Доғырдурова дайтуна жеким көғажем мен сақылы апынылың мұтым түрді сылығар барды онна бәйім әйілқалақ кейі бұғытынан әтекпін бағарабын Александр Габышев мәне кейі болбадақ үйәттен ананан кәлбет кейі онна миссияны толарасыз жар кейі кене бейгі бары олықпы тұпсарын тұғығар кене қайта құрдық тұрулаған сабыз сағатаған аяннан іспітей кене кеме дағаны бәтігер үңір батаға жонлар бәйлері күттіс бұттара bütün Россияттан андойду ата аттынна онна бugün näkkä
В данный момент со всей России, с разного уголка приехали отряд шамана. Среди них есть Егоров Виктор Алексеевич и семья молодая есть, которая ждет ребенка. Пусть все, кто поддерживает шамана, будут здоровы, счастливы. Мы думаем еще присоединяться. Те, кто неравнодушен, в какой стране мы живем, как мы живем. Мы живем бедно. Например, я лично получаю пенсию 13 тысяч. На эти 13 тысяч как можно жить? Мы все знаем, как. Вот напротив, передо мной стоит двухэтажный деревянный дом. Я представляю, как там люди живут. Никаких удобств, никаких этих. Кто говорит правду, тот человек то ли дурак, то ли не такой, то ли не такой. А Александр Габышев, я с ним лично общаюсь. У него очень много идей. И, в общих чертах я хочу сказать, мы все, кто поддерживаем шамана, мы все надеемся на светлое будущее, и мы будем идти. Каждый человек свободен. Мы свободный народ. Все. Спасибо, Найдуна. Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны – это статья 23. Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться – это статья 27, часть 2. Свободу совести и вероисповедания – статья 28. Так, свободу мысли и слова – статья 29, часть 1. Так, вместо того, чтобы арестовать ночью, они должны были сначала вручить повестку о явке в полиции и затем предъявить обвинение. А вместо этого тайно похитили. Такое пренебрежительное отношение власти к правам человека привели к возмущению не только народа Саха, но и всего мира. Права человека должны охраняться властью, а у нас власти нарушают закон. И эти нарушения власть имущих привели к пробуждению и восстанию многонациональной России против тирании и угнетения власть имущих. Есть вопрос, почему Габышев пошел пешком на Москву? Да потому что матушку Россию и республику Саха изрыли, изранили, изгадили промышленные предприятия в погоне добычи за драгоценными металлами, драгкамнями, угля, газа и нефти. Изрыли карьеры, трубки мира и так далее, да, и оставляя после себя загрязненную землю и отравленные реки. Мы, жители Республики Саха, сердце планеты Земля, требуем незамедлительной рекультивации техногенно нарушенных лесных зон и водных ресурсов. Это тоже есть нарушение жизненных прав жителей многонациональной Республики Саха и России. Очищением методом шаманизма народ Саха пользуется с древнейших времен. И мы только благодарны нашим шаманам за то, что они очищают черноту нашу, болезни и исцеляют наши организмы. Да. Поэтому я считаю, что по поводу очищения от демона Путину бояться нечего. И в конце хочется отметить все за одного. Так, теперь мне хочется сказать, что на языке Саха. Так, мне имя как-то гемета, этемета. И тех хараны утары, харабалаху утары, хараделаны, кайдах кайтабы идти тахтатны. Биһиги сакалы өбүгеби таатын ылын яктаакпыт. Отчоотугар боллагана биһиги өбүге күүрек ире тиһиаха. Таңара бейтинен төмүскеһэр агаяак саарнаак саханы. Таңарагат биге директаак боламмыт. Я какой-то это. И навешали меня штраф. А за что? Я пришел. Пришел, потому что интересный человек, за интересным человеком
интересоваться пришел. Притом я пришел без большого энтузиазма, просто пришел. Интересно было. А арестовали с большим энтузиазмом. А судьи поверили этим, мне, полицейским, а не меня. Тогда это что? Это произвол вообще. Поэтому я пришел специально, нарочно, что типа я от них это... Они меня штрафом не остановят. Пришел я напротив. И чтоб люди тоже за свою свободу, чтоб все боролись. И не сдались. Уруй, айха! Уруй, айха! Я-то мог бы без микрофона, но... Виктор, молодец! Как держать Дед Мороз?